Все самое важное и интересное за эту неделю. От 3 до 8 лет лишения свободы ухтинцы задержали за интимную переписку с ребенком. Новая эпоха. В Ухте после реконструкции открыли детский парк. Третья книга к юбилею. Ухтинский журналист и писатель отмечают 65-летие. И малые архитектурные формы. Что оставил после себя второй скульптурный симпозиум. Смотрите прямо сейчас. Заходишь и не узнаешь. Это первое, что приходит в голову после посещения Ухтинского детского парка в сентябре 2020 года. Место отдыха, известное всем горожанам еще с середины 20 века, 6 сентября, вновь открыли для посещения. Напомним, около 10 месяцев назад его закрыли для масштабной реконструкции. Ну что ж, она удалась на славу. Изменилось все кардинально, то есть получается, здесь были остатки качелей, карусели, которые, если честно, в технической непригодности были, остаточные там различные объекты, которых вообще не использовалось. Ну а сейчас вы сами видите, цена была, да, нам ее так выделили, она списанная была в плохом состоянии. Сейчас появился вот такой красивый амфитеатр многофункциональный, да, который мы, естественно, будем использовать, максимально загружать. Новые детские площадки, скалодром, скейт-площадка, уголок с исконно русскими мотивами, лесная сказка, полностью отреставрированные памятники Павлику Морозову и ученикам школы номер 1, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Это далеко не все, что было обновлено и установлено в парке. Сохранили исторические мозаики, профиль Ленина заиграл яркими красками, а на фасаде Центра творчества, в котором реконструкция еще идет, разместили обновленного пионера-трубача. Ну что сказать, ухтинцы в восторге. Все, от мала до велика. Здание еще старого Дворца пионеров, который вот тут вот был в этом месте. Потом и здесь я занимался. А теперь вот внучка наша пришла в этот парк прекрасно. Нет, изменения чудесные. Мы наблюдаем с весны за этими изменениями. Вот это все развалины видели. И вдруг такие изменения, мы в восторге просто. Мы взрослые люди, а дети, конечно, я не знаю, это восторг. Очень круто. Раньше не очень было, но сейчас вообще очень хорошо. Каждый день будешь бегать здесь? Да, после школы. Фигом в горле. Такая красота. Мы думали, мы не дождемся. Да. Очень красиво. Вот маленьких водили как на праздник раньше. Уже выросла внучка. Мы очень счастливы. Помимо горожан и гостей города проинспектировали парк и официальные лица. Помимо обновленного парка, сегодня, 6 сентября, в день нефтегазовой промышленности, открылась и еще одна зона отдыха. 5 сентября свой 65-й день рождения отметил Николай Лудников. Николая Николаевича знает, пожалуй, вся журналистская общественность, да и в целом вся общественность нашего города. За его плечами 20 лет авторской работы. Статьи и заметки в газете «Колокол Севера», постоянные посты в соцсетях на разные темы о жизни города, истории своей родины, интересных личностях, крестных ходах. Всего порядка 200 текстов в год, но пришел в профессию он не сразу, изначально работая инженером электрохимзащиты магистральных газопроводов. Но вы знаете, пришел опять же через крестный ход. То есть если я до него писал в стол какие-то свои заметки, то после того, как я побывал вот на этом великом действии православном, я уже стал писать в газету. И, наверное, не случайно нас Господь свел и с Анжеликой в миру, в крещении Вероникой. Вот. И здесь как-то органично все получилось. То есть я из православного журналиста стал просто журналистом, потому что помимо вот какой-то узкопрофильной тематики, меня всегда интересовала жизнь окружающих людей, жизнь города.
Но юбилей – событие особенное, и к нему Николай Лудников выпустил свою 3-ю книгу, над которой трудился 10 лет. Работа «Записки странника. Крестные ходы России» оказалась, по мнению автора, не только трудоемкой, но и очень личной. Так, там есть воспоминания об одном случае, который изменил его жизнь. Около 40 лет назад молодой Николай Николаевич работал недалеко от станции ШИЭС. Идти к газопроводу нужно было через заброшенный поселок, где рабочую бригаду однажды застал дождь. И от нечего делать, пока ребята там перекуривали, я пошел по бараку прогуляться. Любопытно было. И в углу увидел какой-то предмет. Подошел ближе, оказалось, из куска дерева выполнена икона, причем профессионально, то есть само письмо. Вот. Я ее взял. И вот она у меня уже почти 40 лет, она со мной по жизни, во всех переездах она, значит, со мной. То есть первое, что я беру, икону. И когда я беседовал с одной из монашек в крестном ходу, рассказал эту историю, она сказала: знаете, она, говорит, вас по жизни бережет. В новой книге собраны истории других людей, встретившихся Николаю Лудникову в крестных ходах. А их журналист и писатель прошел немало. Как отмечает автор, книга будет интересна не только глубоко верующим людям и откроет темы, на которые не часто говорят. Я думаю, даже неверующему человеку, даже молодому, будет интересно, потому что это другая жизнь. Вот они живут своей жизнью, а тут совершенно другое все. И если человек любознательный, мне кажется, ему интересно будет прочитать. А как вот другие люди живут? А кто такие верующие? А почему они веруют? И вообще, что это такое? Как становится, да? То есть об этом громко никто не говорит. Вместе со своей командой, с которой Николай Николаевич трудится и над газетой «Колокол Севера», с редактором, которая является и спутницей жизни Анжеликой Лудниковой, писатель и журналист планируют проделать большую работу. За ближайшие 5 лет закончить и выпустить в свет еще 3 книги. Мы поддерживаем автора в его планах, желаем творческих успехов, здоровья и вдохновения. Ну и, конечно же, поздравляем его с днем рождения. Ухтинский отдел Следственного комитета расследует дело, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребенка, которому не исполнилось и 14 лет. Ухтинец 93-го года рождения еще в декабре 2019-го познакомился в интернете с девочкой-подростком, проживающей в Омской области. И на протяжении нескольких месяцев в соцсетях и мессенджерах, а также посредством телефонных звонков поддерживал с ней общение, отнюдь не соответствующее возрасту его подруги. Например, в красках расписывал детали интимной жизни взрослых. И, соответственно, просил ее прислать обнаженные фотографии, а также сам высылал фотографии обнаженных людей, скачанные из интернета. Да, он обещал на ней жениться, говорил, что я к тебе приеду. Она сама думала, что он с Омской области, то есть живет недалеко. И, соответственно, ждала его и присылала свои фотографии. Шокирующую переписку, в котором не только фото, но и сами тексты сообщений носили явно не детское содержание, увидела мама потерпевшей. Она-то и обратилась в полицию. В ходе следственных действий выяснилось, что в соцсетях указано не настоящее имя злоумышленника, что сам он из Ухты и ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за угон, кражу и разбой. Теперь он под стражей, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Расследование преступления продолжается. Возможно, в деле появятся и другие потерпевшие. Сотрудники Следственного комитета настоятельно советуют родителям усилить контроль за общением детей в соцсетях, а также проводить с ними беседы о защите личных границ. Ухтинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, поступившего в отношении 5 обвиняемых. Житель Сосногорска в 2017 году организовал преступную группу для совершения на территории Ухты и Сосногорска преступлений против собственности и здоровья лиц, изобличавших его в совершении преступлений, за которые он был признан виновным и осужден к условной мере наказания. По указанию организатора 4 других фигурантов дела в 2017 году предприняли попытку поджога офисных помещений
помещений, расположенных по улице Ленина Сосногорска. Однако довести до конца преступления не смогли по независящим от них обстоятельствам. Далее, в 2018 году во дворе домов Ухты они совершили поджоги 2 автомобилей – «Опель» и «Лексус», после чего начали готовиться к причинению тяжких телесных повреждений в отношении дочери одного из свидетелей обвинения. Жертву намеревались лишить зрения, плеснув кислотой в лицо. Однако преступление не было доведено до конца, так как исполнитель в последний момент отказался реализовывать преступный замысел организатора. Ухтинским городским судом продлена мера пресечения в виде содержания под стражей организатору преступлений, а также срок ареста на имущество на период рассмотрения уголовного дела в суде. В офисе «Газпром-Трансгаз Ухта» прошло открытие выставки «Новая версия», которая стала логичным завершением симпозиума «Север в 3 измерениях». Временная экспозиция включила в себя 20 работ авторов, которые приняли участие в скульптурном симпозиуме, стартовавшем еще 21 июля. Его целью стало создание малых архитектурных форм, украшающих городскую среду, конкретно Ухтинскую набережную газовиков. 6 скульптур уже заняли свое законное место. Одна из них расположилась напротив 2 школ, что стало довольно символичным. Она носит название известной детской песни о ценности мира «Пусть всегда будет солнце». Когда я делал эскиз, мне хотелось связать это с солнцем, с каким-то именно работу, потому что восприятие севера, да, то есть холодно, там, пасмурно, ветра, то есть и вот хотелось подарить людям что-то такое, теплое, душевное. Работа выполнена в сварной технике и чеканка, то есть там идет сталь миллиметровая, я варил каркасы и уже отчеканивал по форме. Как заверяют организаторы, ими стали коми-отделение Союза художников и «Газпром-Трансгаз Ухта», скульптурный симпозиум, который прошел в Ухте 2-й раз, открывает объемный взгляд на север с его природой и, разумеется, культурой, традициями и историей. Так, один из авторов целиком посвятил свою скульптуру «Три птицы» финно-угорской мифологии. К слову, Юрий Лисовский в коме автор известный, занимающийся живописью и графикой в направлении этнофутуризм. Скульптурой он занялся впервые. Работа «Три птицы», верхний мир. По финно-угорской мифологии птица это символизирует верхний мир. Это любовь, доброта, преданность. Я такую работу в первый раз сделаю, что там была плазменная резка, и я вот эту новую технологию использовал впервые, и, можно сказать, на свой страх и риск, потому что если бы вдруг что-то пошло не так, машина бы вырезала неправильно, вдруг какой-то сбой произошел, то все бы было испорчено. Помимо этих 2 скульптур, итогами симпозиума стали еще 4 очень разные по стилистике и технике выполнения работы. Северные окна, выполнены из смальты в мозаичной технике, иллюстрируют разноцветие огней вечерних домов. Скульптура «Сияние» своими линиями напоминает об удивительном природном явлении, которым можно насладиться на севере в морозы. Выполнена из символичного материала – труб для транспорта газа. Нашлось и место вечным семейным ценностям. Их воплощает скульптура «Полет», изображающая 2 людей, летящих на 2 крыльях. Последняя, 6-я работа, спряталась под пешеходным мостом. Выполнены из металла, дерева и стекла «Хариус». В Ухтинском историко-краеведческом музее прошла встреча с участниками экспедиции «Путем первопроходцев», остановившимися в нашем городе. Исследователи из экспедиционного центра «Русь исконная» стартовали в начале августа из Костромской области и к 10 сентября добрались до Ухты. Их цель – пройти многовековыми дорогами наших предков, изучая водно-волоковые пути страны. Это дороги, по которым когда-то передвигались торговцы. Какой-то отрезок маршрута они проплывали по рекам, на каких-то отрезках буквально волокли и лодки, и товары, отсюда и название. Частью одного из этих древних торговых маршрутов является Ухтинский район. Тут даже когда-то была деревня, носящая название Переволок. Она, как отмечают руководители экспедиции, является началом Вымского волока. Вот сейчас мы прошли соответственно, из Северодвинской системы, из Вычегды и Выми, Вымским волоком сюда, к вам, в Печорскую воду уже, да. По Ижме мы спустимся к Печоре и по Печоре вверх поднимемся до Усы, чтобы пройти Соп-Елецкий проход.
с нашей точки зрения, с нашей точки зрения вообще, да, это один из, ну, наверное, из двух самых древнейших, самых северных путей. В целом, эта экспедиция рассчитана на долгих 12 лет. Разумеется, ее состав будет меняться. Сейчас это 3 представителя Центра «Русь исконно», 2 профессиональных путешественника из Якутии. Республика вместе с Русским географическим обществом стала одним из инициаторов многолетнего проекта и питерская съемочная группа. В целях исследования истории и современного состояния древнейших путей, по которым шло расширение русского царства. Итогом исследования станет ряд научных статей и публикаций, заметки и статьи на сайтах, а также в изданиях Русского географического общества, а также крупная археологическая работа, которая позволит с другой стороны посмотреть на историю развития государства.